Всем привет! Вы на канале Клевая Рыбалка. Итак, всем привет, друзья! Вы на канале Клевая Рыбалка. Меня зовут Вячеслав. Мы находимся на реке Лена, за полярным кругом в Якутии. И я вам покажу, как охотятся на гуся у нас в Якутии. Для этого я сделаю серию фильмов, посвященных охоте. Чтобы мои фильмы не показались однотонными, в каждый из фильмов я буду вставлять охотничий быт, полевую кухню и фрагменты самой охоты на гуся. Поэтому устраивайтесь поудобнее, ставьте заранее свои лайки и приятного просмотра. Николай Дмитриевич, ағын түхі болыры. Саскын, қас саскын толағаны. Рапы да бит. Ана ысыл қалды. Тоғын аскардылы. Олорор болған де? В то время в Бестяхе мало у кого были коровы. Она всех коров наизусть знала. И вот одна корова, которую она никогда не видела, очень крупная, темного окраса, зашла в проруби и стоит, воду пьет. Значит, корову, не дойдя до проруби, испугавшись, убежали обратно. Что это за корова там, прищучиваясь, она смотрит. Подошла так и говорит: хай. Тот голову поднимает, посмотрел, увидел ее и сразу ноги в руки в гору. Сахатый, оказывается, был. И вот твой отец Николай пытался догнать его, Сахатова, но он так и ушел по горе. В ту весну Далыкыров Семен таскал дрова на лошади. Лошадь у него одна была, и вот он возил на этой лошади. И когда вез, встретил в лесу. Вот он ее догоняет по дороге. Она с дороги не сбегает. Вот он ее догнал и чурбаком забил. Вот там шумиха-то была. Серафим в лесу догнал на лошади и забил поленом. А в ту же весну старостина Кати, мать Надежда, мясо стояла, крутила. Старая должна была торопилась в детский сад, крутила мясо. Ну, время подошло, она вещи со стола не собирая, так и убежала в детский сад. В обед прибегает, смотрит, на фарше что-то белое, клубок лежит. Что это такое? Поинтересовавшись, подошла. Горностай сидел, кушал. Испугался и выпрыгнул на улицу. Вот такие курьезные случаи случаются. Ена. Külbe dedin de. Bebes. Evet. Kutuk piyes. Oh, kayda. Tüd. Bir. Piyem piyes. Yürüdü. 200 sütbe. 200 böyle. Çevire bile dedi. Bir. Молодец. Ровно вот до этого хата. Твой? Soğuk bu. Ne? Итак, всем привет!
Сегодня в разделе полевая кухня будем употреблять костный мозг. Это колено с копытом от оленя. И сейчас я покажу, как достать оттуда костный мозг и употребим его. Ну, для начала, чтобы достать, нужно все зачистить. Кость нужно зачистить. Для этого ножом нам потребуется вообще как бы нож и топор. Готовить ничего здесь не нужно. Просто все это дело вот так счищаем, чтобы оно удобно, хорошо. Сегодня у нас ветерок маленько северный, северяк, поэтому вот нашел здесь место, где ветра нету. И вот у нее есть тут такие желобки в этой кости. И вот по этим желобкам прочищаем, получается, кость. Очищаем от мяса, жил, ну в основном жилы. Костный мозг считается деликатесом многих народностей. И вот здесь вот от этих жил отделяем. То есть у нее там есть типа наподобие что-то желоба, углубление в кости, где проходят эти жилы. Вот их нужно срезать ножом, отделить. Так, и теперь нужно от колена отделить саму от копыта колена, коленную кость. Для этого также делаем надрезы. И вот так вот таким движением отделяем от кости. С ножом аккуратно работаем, так как можно порезаться, получить травму. Вот так вот все это дело отделяется. Сухожилие там нужно перерезать. Внутри. Вот так отделили. Это на холодец. Дальше. Вот в этом месте все хорошо зачищаем. Вот остатков жил, мяса.
чтобы кость хорошо пошла вот по этим местам, в этих местах. Она должна раскрыться именно в этих, по этим желобкам. Для этого мы вот это все срезаем. Вот так вот. У нас выглядит оленья чистая, коленья кость, коленная кость. Ну и теперь приступим к самому процессу доставания из нее костного мозга. Для этого берем топор, желательно взять небольшой, маленький топор, и вот в этих местах нужно аккуратненько его расколоть, чтобы он красиво пошел по шву, по своему природному шву. Ложим на чурку, придавливаем, ну и соответственно бьем. И здесь также. У меня немножечко с той стороны не так пошел. Не поваляешь, не поешь. Вот она, костный мозг наш. С этой стороны тоже аккуратненько добьем. Вот, друзья, посмотрите, сколько деликатесного костного мозга. Ну, скажу так, что хлеб у нас закончился давно, поэтому это дело употребим без хлеба. Вот так достается все это дело. И сразу употребляем. Ну, с хлебом, конечно, было бы вкуснее, но так как нету хлеба, приходится довольствоваться и так. Очень вкусная, очень полезная вещь для организма. Стволовые клетки и все такое. Вот. Чисто. Ну и тут осталось маленько вот. Вот так выглядит.
очень жирная, друзья. Поэтому эту часть я доем вечером. Вот она очень довольно-таки легко извлекается. Вот ножом ее поддеваешь, и она извлекается. Вот. Так что так вот. Извините за такие условия съемки. Пока. Посмотрите, как выглядит свежий след лисы. Абсолютно свежий, вот. Только что прошла. Вот. Туда пошла, на озеро.